документы, которые есть у адвоката, у любого, значит, составляют тайну доверителя. Войти в помещение, где находится адвокат, имеют право только по решению суда, в случае, если уголовное дело возбуждено в отношении адвоката. Другого варианта войти в помещение адвоката не существует. То, что они сделали, это уже основание для возбуждения уголовного дела. Это первое. Второе. Все арендаторы, которые здесь есть, они имеют бизнес. Этот бизнес, независимо от того, кто собственник, я или они, не должен никем останавливаться. Самоправное, значит, вхождение суда и то, что они выкинули отсюда, значит, людей, которые законно здесь находятся, не собственники, заметьте. Я собственник как физлицо. Я здесь не работаю, да? Я сдаю его в аренду. И если бы даже я передал кому-то право собственности, да, никто не имеет права арендаторов отсюда выгонять. Это называется самоуправство. Это вторая статья. А самоуправство наоборот. Вот. Это вторая статья. А то, что касается мошенничества, то есть перевод права собственности по поддельным документам, да, вы не можете никак проверить по-другому, кроме как сделав выемку в Федеральной регистрационной службе. Выемку вы можете сделать только в рамках уголовного дела. Если вы уголовное дело не возбудите, да, вам в регистрационной палате просто для проверки никто ничего не даст. Теперь, что касается фактического обстоятельства, то в управе, в вашем, значит, УВД Арбат, те, кто работает давно, все меня знают. Все знают, что с 90-го года я нахожусь здесь. Все знают, что я это построил. Да? И если я говорю, что я никому не подписывал никакие договора купли-продажи, я никому не подписывал никакую доверенность, то я тот человек, который сегодня перед вами отвечает. Если вы возбудите уголовное дело и окажется, что я соврал, то я несу уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Что касается вот этих ребят, которые здесь пришли, сюда пришли, да, то они сделали всего одно. Они принесли вам свидетельство о собственности. И все. Это просто бумага на сегодняшний день. Да? И что говорит в пользу того, что завтра они все окажутся невиновными? Доверенность вы не видели глазами, они его не показывали. Они показали свидетельство о собственности, и они не показали ни одного документа, где я поставил бы свою подпись. Ваш сотрудник находился там, где был якобы собственник, и я при нем его спрашивал: ты меня когда-нибудь видел? Он говорит: нет. Ты когда-нибудь в этом здании внутри был? Нет. Как ты купил? Это же не картошка. Это не картошка. Здание никто никогда не покупает, не зайдя туда внутрь, не увидев его и не познакомившись как минимум с хозяином этого здания. Кто-то по доверенности пришел и продал ему здание. Но если вы и ваш сотрудник обладает хоть элементарной логикой, то надо было понять, что это уже не похоже на правду. Вот. Исходя из всех этих обстоятельств, я считаю, что возбуждение уголовного дела – это просто немедленная необходимость. Немедленная. И промедление здесь, значит, чревато чем? Документы, которые находятся там, в помещении, они могут пропасть. Завтра, если мы отсюда сейчас уйдем, этих документов уже не будет. А там вся бухгалтерия всех трех компаний, которые есть там, раз. Вся техническая документация на здание, два. Договора на землю, платежи, в общем, все. Завтра мне не с чем будет судиться. Понимаете, я должен в суд, чтобы против них пойти, понести документы. И мне говорят: а ты возьми с собой. Да это знаете сколько? 20 коробок больших. Согласен. Я их не могу с собой взять. Там очень много. И каждую бумажку надо вот так перебирать. Если они собственники, то ничего им не мешает. Просто-напросто, значит, подать в суд. Как оно должно было быть сделано, да? Подать в суд и сказать, что вот этот товарищ продал нам здание и незаконным образом не передает нам его актом приемки передачи. То есть
для того, чтобы они сюда вошли, для этого у них недостаточно права собственности. Недостаточно. У них должен быть обязательно акт приемки передачи здания, подписанный мною, где должно быть описано техническое состояние здания, что внутри находится, значит, в общем, все. Такого акта нету. Я такого не подписывал. Они его должны предъявить. И если я не подписываю такой акт, то несмотря на то, что право собственности на них зарегистрировано, они должны пойти в суд. Суд должен принудить меня, уйти из этого, передать им здание и не препятствовать им вступления в право владения этим зданием. Это есть процедура, которая прописана законом. И после этого, если я не захочу, тогда судебные приставы приходят и меня... Не частное охранное предприятие, а судебные приставы приходят, составляют акт, описывают имущество, и только после этого меня отсюда выдворяют. Но для соблюдения всех этих норм права существует милиция. Это механизм, который обеспечивает исполнение вот этих норм права. Если сегодня милиция вот так умывает руки и говорит, что хотите, то и делайте, мы вступаем в свои обязанности только в том случае, когда какая-то проблема, да, ну тогда это называется, я это называю, что милиция провоцирует нас на какие-то действия. Понимаете? Долго вас ждали? Ну как? Я должен сейчас забежать туда, да, поставить кому-нибудь синяк, и мне поставят синяк, и потом я побегу к вам, вот мне синяк поставили. И тогда вы приступите к исполнению своих обязанностей. Я так понимаю или нет? Ничего подобного. Вот. Тогда предпримем. Ну, хорошо. Все, что я сказал, это не новость. Это все знают, да, и вы это знаете, не хуже меня. А почему ничего не будет? Поэтому давайте сделаем правильно и освободим это здание. И допустим, да, от всех собственников я обязуюсь туда не входить. Пускай туда, и они выйдут, пускай. они оттуда уйдут, но арендаторы, извините, их никто не имеет права удалить оттуда. Они должны зайти и продолжать работать. При мне, при новом собственнике, до тех пор, пока договора аренды не истекут. Вот срок действия, пока договоров аренды не истечет, они должны там работать. Вот и все. Это первая пекарня, которая работает, вы все ее знаете, да, там. Это действующий бизнес. Да. Сегодня, кстати говоря, он не работал. А вчера выручка осталась в кассе, а я, честно говоря, еще не знаю сколько. Есть она там еще или нету, я не знаю. Да? И они не знают. Они завтра все эти иски предъявят мне, как арендодателю. А я регрессом их отправлю им. А кому им? Непонятно. Кому им, да, только единственное физическое лицо, которое является якобы собственником. Да, он скажет, а я не виноват. Мы якобы собственники. А охранное агентство скажет, а у меня договор. А милиция скажет, а мы только вступаем, когда кого-то убивают. Не, ну хорошо.